ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Российское движение школьников в Ухте расширяется. Именно такое заявление можно сделать после учредительного собрания, которое прошло в Центре творчества имени Корчевского. Когда-то это место называлось Домом пионеров. Теперь насущные вопросы тут решает современная пионерия. Так можно назвать РДШ. На собрание пришли кураторы движения со всех школ и самые активные школьники, представитель Большого детского совета. Их задача – создание местного отделения нового юношеского движения. Эта организация, конечно, не будет носить юридической силы, но поможет скоординировать все остальные звенья РДШ. Если говорить о том, как проводилась работа до этого, то у нас работали первичные отделения на базе всех общеобразовательных организаций. Есть республиканское отделение Российского движения школьников. Теперь же организационными вопросами будут заниматься тут, на месте. Председателем местного штаба выбрали Владимира Тимина. А выбор базы отделения стал очень символичным. Бывший Дом пионеров теперь можно называть Домом РДШ. После учредительного собрания педагоги остались на семинар обсудить методические вопросы работы по военно-патриотическому направлению. Как правило, оно развивалось и до появления Российского движения школьников. Свой опыт в этой образовательной и воспитательной области представила школа номер 14. Цель военно-патриотического направления в российском движении школьников – это выработка системы мер, помогающая воспитывать у детей патриотизм, чувство долга перед своей родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Как правило, это направление рассматривается в разрезе работы патриотических клубов и всевозможных военно-спортивных игр, например, «Орленка» или «Зорницы», так же, как и основа РДШ. Они стали в современной школе наследием Советского Союза. Правда, для сегодняшнего школьника новое юношеское движение развивает еще 3 направления – гражданская активность, медиа и личное развитие.